Так, друзья, алло. Наша долгожданная встреча. Если вы здесь, то дайте знать. Ай-яй-яй. Так, все, вроде бы появились первые люди. Среди первых, да, кто здесь среди первых? Здравствуйте всем. Вроде бы как появляются люди, да? Нас много, мало? Мой традиционный вопрос. Ага, хорошо. Угу. Так, друзья, долго мы не виделись с вами по нашим разным причинам. То были очень заняты, то тут приболела я. Ну, вроде сейчас как-то вроде немножко околемалась. Ну, вроде как околемалась. Вот. Все, спасибо всем, кто переживал, кто желал быстрейшего выздоровления. Но, знаете, без антибиотиков все-таки не обошлось. Я поняла, что я буду без антибиотиков болеть до сентября. А это такое время непозволительное выбывать из строя на месяца, на долгие. Вот, поэтому... И Таджикистан с нами, прекрасно. Друзья, смотрите, значит, о чем мы с вами сегодня поговорим. Когда много всяких разных событий, а у нас их всегда много, то не знаешь, теряешься, о чем же сказать, о чем же говорить, когда их так много, и в то же время все наши вопросы, они такие рутинные. Вот, поэтому, что называется, наспасали мы с вами много за этот год, за прошлый год. Ну и как всегда летом у нас, ну не знаю, летом или не только летом, ну в общем теперь у нас такая в самолетах пауза. Помните, мы говорили, ну вывозим сейчас оставшихся. Ну, потому что действительно за тех, за кого мы должны были, обещали этим хвостам, и мы их вывезли, 11 хвостов. Сейчас, вы знаете, уже по самолетам Аэрофлот, по-моему, больше не принимает на борт животных. Или он уже ушел с этого рынка Якутск-Москва, не знаю. И компания S7 тоже не берет, насколько я слышала. Не знаю, есть ли исключения. Осталась одна авиакомпания, которая в апреле тоже у нас временно не принимала животных, но сейчас немножко вроде как принимает с какими-то там оговорками. Но вот насколько они еще будут до мая,
принимать, но у нас нет пассажиров в любом случае. У нас, конечно, есть еще точечные хвосты, которых мы, тоже как-то случайно, как-то спасли, как-то схватили. Это наши девочки, молодцы. И, в общем-то, сидят несколько хвостов. И несколько кошек. Вот. Кошек, которые тоже должны были быть разорваны из той же квартиры теми же собаками. Кого-то прищемили дверью и с печальным исходом. Но тех, кто остался, вроде как тоже надо вывести. Друзья, я к вам обращаюсь начну с просьбы. Так как у нас животных сейчас мало, мало на вывоз. У меня животных очень много. Мало на вывоз. Но даже если вдруг случайно появится у нас пассажир, и нам нужно будет вывести, я сейчас говорю о кошечках. Кто-нибудь из вас в Москве, откликнитесь, пожалуйста. Передержите, пожалуйста. Я буду очень стараться их пристроить, но мне нужна передержка на месяц-полтора. Мне нужна пассажир мне тоже нужен. Если кто летит из Якутска в Москву, и вы смотрите сейчас стрим, напишите нам, откликнитесь, нам пассажир нужен тоже. Очень нужно. Все сделаем, все оплатим, все как всегда. Вас не побеспокоим, только назовитесь, откликнитесь, пассажир, который летит авиакомпанией Якутия. И большая проблема, если мы вывозим, там практически 3-4 котика. Один маленький котеночек, хорошенький, оставшийся в живых. И 2 очень благодарные, умные кошечки, мама и взрослая дочка, стерилизованные. Знают лоток, ненавязчивые, такие неприхотливые, благодарные. Они не проблемные, они не геморройные. Помогите передержать, я вас очень прошу. В Москве мне бы хотелось. Знаете как, на месяц, может быть, максимум 1,5. Пока я по ним все процедуры сделаю, с чипом, с обработками, со справками, и я у вас заберу. Подумайте хорошо, кто может передержать. Не проблемные, не гадят, вообще просто беспроблемные кошечки. Один маленький котеночек и мама с дочкой. Дочка уже взрослая и тоже стерилизованная. Наверное, до года ей. Старались, пока ждем пассажира, стерилизовать, чтобы здесь не тратить время на стерилизацию. Я очень надеюсь, что вы мне напишите. Я устала решать вопросы только по приезду, по прилету здесь одна. Очень устала. У меня просто вот такой упадок сил, как будто я не знаю. Вот, значит, на этой неделе у нас прошло как раз 4 стерилизации. Это кошек, прилетевших. Мы не стали ждать, их надо быстрее пристраивать, продвигать, поэтому ждать, когда они там повзрослеют и будет им 1,5 года, нет такой возможности, поэтому мы стерилизовали 2 котика и 2 кошки. Они у нас готовы к пристройству. Но это вот из тех, кто недавно приехал. Помните, я показывала в аэропорту, что я встречаю этих котиков. Вот, поэтому было расстройство с желудком, гастрокорм нам помог. Все нормализовалось, все стабилизировалось. Мне сейчас нужно очень-очень передержать 3 хвостиков. Да, спасибо.
Спасибо и здравствуйте, кто здоровается. Так, значит, по Ханечке у нас пили антибиотики до позавчерашнего дня. Кто знает, помнит, да, что у нас с ней было кровотечение. Ну, не знаю, то ли благодаря антибиотику, то ли все-таки что-то успокоилось у нее в организме, может быть, был где-то застой крови, где не видит ни один узист, не видит, просто нет основания на что-то, на какой-то орган подумать. Кстати, тогда мы остановились, я вам говорила, что сдадим на венсаркому. Сдали мазок на венсаркому, не подтвердилось. Хотя она лечится легко, но она не подтвердилась. Вот, поэтому антибиотик мы закончили. Сейчас мы, пока я дала глистогонку, потом, значит, дам симпарику или бровекта. Все как бы по плану. Крови пока нет. Пока не обольщаюсь, не знаю, что... пока, в общем, наблюдаем. Вы находитесь в Якутске. Это вы вопрос задали, да, Анастасия? Мы находимся ли в Якутске? Нет. Нам пассажир нужен из Якутска в Москву. Настя, если вы задали вопрос, то нам нужен пассажир из Якутска в Москву. Там наши люди проводят. Это все очень несложно, это все просто, все уже... Да, вы вопрос задали, ага. А я здесь встречу. Если у вас или ваши знакомые кто-то летит, или в командировку летят и назад возвращаются, то, пожалуйста, дайте нам знать. Нам просто надо заранее на этот билет, на этого пассажира забронировать провоз этих котиков. Котиков и одну собачку. Вот как бы так. Так, какие еще у вас вопросы есть? Хотелось бы сегодня оперативно, активно так провести стрим, не растягивая. По нашим больным. Стив идет на поправку. Выписали его из стационара. Заживают хорошо у него бока. И покажем в ролике. Роликов у нас не было, вы знаете, уже порой, по-моему, дней 10. Это очень печально, очень плохо. Такого простоя у нас никогда не было. Но я, правда, была без голоса. А какой-то молчаливый ролик, безголосый, тоже у нас не получался. Мы просто не знали, что нам показать вам, если молча, без голоса. А голоса у меня, правда, не было. Вот, теперь мы готовим, и надеюсь, что мы завтра, наверное, постараемся сделать ролик, выпустить. Так, значит, по щеночкам Жене. Сейчас, которая себе гребла лапкой сено через решетку. Так и зовут Лапка. Да, она на передержке, мы иногда показываем. Да-да, на передержке у нас эта Лапка так и живет, которую покалечил мужчина. И почему? Вот, смотрите, видите, какая у нас интересная. Вы вчера видели, наверное. Так, мне надо про Женину не забыть сказать. Значит, видите, какая у нас получилась фигня? Шорт вчера у нас вышел. Вчера, по-моему, да? По которой молотком покалечил собаку. Но у нас его заблокировали, этот шорт. Потому что таким образом затыкают рот и не дают говорить и показывать правду. Не дают. Вот такая жуткая история. Нет, он не убил до конца, но он проломил там подозрение на черепно-мозговую там травму. Есть подозрение, там удалили зубы.
зубы удалили и что-то еще там, какие-то рассек еще где-то что-то, десну или щеку, и, в общем, что-то такое. Шикарный маламут, шикарный. Его хозяин, как нам говорят, пока служит там, да, военные действия, а пес просто ждет верно и преданно хозяина домой. А может быть, ждет, когда кто-нибудь даст хлебушка поесть. Но там много, как говорят, это район зэков, там много неадекватных людей, поэтому там не сладко живется животным. Он уже не первую собаку калечит. И вот такое показывать, оказывается, нельзя. Ну, что могу сказать? У меня нет слов. Вот, такие дела. Рот нам заткнули очень даже хорошо. Так, значит, мужчина в Якутске прекратился этот беспредел. Зачем? В Якутске прекратился этот беспредел с животными. Как они вообще в таких... не знаю. Ну, беспредел, конечно, прекратится. Когда всех убьют, то, конечно, больше будет уже некого убивать. Ну, только пойдут медведи и оленей в тайгу летом убивать. Но там мы уже не увидим. Угу, спасибо, да. Здравствуйте, да. Так, по щенкам, Женя. Смотрите, так случилось, ну, в общем-то, вроде мы были готовы их принять временно, ну, на месяц или на полтора в другом городе. Но в последний момент, ну, в общем, нашли, где принять. Не хочу историю эту рассказывать вообще, ну, как бы в подробностях, потому что и та женщина, которая обещала приютить, ну, в общем, не хочу ничего рассказывать. Короче говоря, результат таков, что щенки прилетели на кураторство другого куратора в Москву, и она будет заниматься здесь пристройством. Она частенько брала животных у Жени, но так как у нее полна коробочка, она до последнего не могла и не могла. Но потом все-таки не выдержала и, в общем, махнула рукой и сказала: давай вези, Женя. И таким образом вот привезли, и они приехали вместе с другими животными. В этой машине выехало всего 15 хвостов из Краснодарского края. Ну, вот от Жени имеется в виду. На мое кураторство приехала собака и кошка. Тоже историю собаки мы расскажем вам. Ну, тоже бесчеловечная, тоже с предательством людей. Ну, в общем, спасли, и мне пришлось взять эту собаку. Умную, человечную собаку. У нас теперь человечные только собаки, наверное. К людям уже это слово не применишь. Значит, и кошку тоже, которая под ливнем бедная скиталась, и под дождем маленькая, щупленькая. Ну, в общем, тоже она приехала на мое кураторство, и тоже негде передержать. У меня каждый день, я не могу, понимаете, вот напускной оптимизм. Вот, я не могу напускной оптимизм передавать вам в эфире, когда нет этого оптимизма. Вот нет. Я могу одеть маску на лицо, да, и улыбаться. Но насколько же плохо, да? Это не передать словами. Особенно, когда ты остаешься один с этими животными, и ты понимаешь, это опять
где передержать, даже точечно, даже единично, даже не на год, а на месяц-полтора. И вот это все по кругу, по кругу, по кругу. И мы все в проблемах, понимаете? Но кто-то в проблемах человеческих, в проблемах семьи, а у кого-то проблемы, кроме человеческих и семейных, в ответе ответственность за 2 сотни. Но это разница большая, да? Я же понимаю, что мы все, и вы все в проблемах. И вы все в проблемах. Но только несопоставимая разница. Я еще в ответе за сотни животных. И спасаю, и пробую продвинуть, и куда-то в семье, и где-то их временно обустроить и так далее. Так, значит, Стив у нас выздоравливает. Он, конечно, очень с недоверием. Ой, какой он был хорошенький в октябре-ноябре, когда я его увидела. Мы же его спасли, знаете как, за день. Вы понимаете, да, о ком я говорю, Стив, которого бок был содран, молью поеденный, кто-то сказал. Он такой какой-то беззаботный в этой будке лежал, и совершенно такой бархатный, такая шкурка у него бархатная такая была, шерстка такая бархатная, как соболенок. Вот. Но сейчас такой приехал зашуганный, заморенный, как будто бы прям вот боится людей. Не знаю, просто не знаю, что даже сказать, не знаю, что с ним делали, не знаю. Плохой уход и плохое отношение, одним словом. Не думаю, что это покоцали животные, потому что иначе бы он к животным проявлял отношение, да, такое было бы кусь-кусь. А тут он от человека так сторонится. Он боится, что человек подойдет сейчас, что надо человеку. И вот сейчас вот он учится, но он, в принципе, дает хорошие результаты, он уже подходит к человеку и уже даже открывает рот, как бы немножко даже улыбается. Я думаю, что мы вернем его прежнее хорошее отношение к человеку. Конечно, мне бы хотелось, чтобы эти собаки выздоравливали, и не у меня они оседали, и не на передержках, за которые надо платить деньги, а хотелось бы, чтобы вы их замечали и вызвались приютить кого-нибудь из наших роликов. Вы можете пересматривать наши ролики, но там есть история. История этих собак. Как спасали, как они теперь живут. Не знаю, почему, не знаю, как все так поменялось резко. Никому сейчас ничего не надо. Расчеловечивание, да, идет. Мне кажется, скоро собаки будут людьми, а мы не знаю, кем будем. Но то, что людьми, наверное, не знаю, можно ли нас назвать людьми. Так, по поводу пристройства, пишите, пожалуйста, да, на WhatsApp. Пишите не просто в комментариях, я могу не увидеть, я не всегда успеваю посмотреть или вовремя отреагировать. В четверг будете в Москве. Да, хорошо. А вы в четверг будете в Москве? Вы случайно не из Якутска прилетаете? Или вы... только вы меня не пугайте, вы же не из Якутска прилетаете. Если из Якутска, то вы нам нужны там, из Якутска, помощь. Но я так понимаю, что нет, в Москве, наверное, вы приедете откуда-то. Могу предположить, что вы потом поедете в Якутск, а может не поедете. Но вы мне напишите просто, я просто не понимаю тогда, куда вы поедете. Как-то обнадеживающе так. 14 кошек, очень мирный. Нужен очень мирный. Что такое мирный?
мирный, кот мирный нужен. Город мирный, кот мирный. Так. Так, про кого я еще не сказала. Да, у нас же вот эта вот рыженькая лаечка Юма. Юма тоже у нас оказалась такая проблемная по здоровью. Что-то с ней, ну, что с ней было, не знаем. Она, в принципе, приехала такая капризная к еде и не хотела есть. Пытались еще в Якутске, Игорь пытался из рук кормить. Но мы думали, что она просто чопорная сама по себе. Да ничего подобного. Она не настолько чопорная, она просто, у нее, видимо, все болело внутри. И как нам УЗИ показало, что все, вот весь ЖКТ, и от селезенки, или включая селезенку, и все кишки, все было, стенки были утолщены, воспалены, желудочно-кишечный, желудок тоже то ли не сокращался, то ли не. Мы пытались проверить ее на непроходимость. Может быть, думали, может, непроходимость какая-то. Но нет, все там проходило. Но она даже огрызалась, если селом ее кормили. Но бесконечно кормить капельницами же невозможно. Она была на дневном стационаре. Каждый день это присылали мне бумаги на оплату. Порядка 5000 в день выходило со всеми процедурами и капельницами. А когда сдавали анализы в динамике, чтобы смотреть, то там анализы выходили день со стационаром, и с анализами выходили по 10 тысяч. Вот. И селом ее заставляли уже есть из шприца для того, чтобы разработать ее желудок. Потому что он, видимо, у нее так сузился, сократился. Она же на ногах-то ведь стоит. Она же не при смерти, она же не в лёжку, да. Но она отказывалась очень серьезно. Она готова была покусать тебя, если ты селом ей предлагаешь курочку, еду, мясо, бульончик. Она ничего не хотела. Но сейчас с трудом, с большим, передержка, спасибо ей, так кропотливо. Днем на стационаре там врачи или медсестры пытались ее накормить, а дома после стационара покупали грудку, варили ей бульон и что-то перетирали. И консервы рекавери тоже. Ну, в общем, прыгали, скакали как могли. Порадовало, что однажды она удивила. На видео сняли, мы покажем вам. Медсестра поделилась своим куриным бульоном, и она стала есть. Представляете, она стала лакать, чего-то там жевать, чуть-чуть покрошенную курочку. А домой приехали и снова отказывалась. На следующее утро опять стационар, опять не хочет. То есть так запустить механизм желудка ЖКТ было сложно. Но сейчас, не знаю, вроде бы чуть-чуть есть подвижки какие-то. А то мы думали, уже вообще помирать, что ли, собралась. Потому что такой перечень, список ей процедур проделывали. Совершенно вот все правильное, все там и омест для желудка, и спазмолгон, по-моему, сокращающий, успокаивающий, обезболивающий. Потом антибиотик второй подключили. Вот после второго антибиотика вот немножко пошло улучшение. Уже анализ даже сдали на лептоспироз, но, слава богу, не подтвердился. Не подтвердился, поэтому нет, не знаем даже причину, что там. Вы знаете, мы можем предположить, что, может быть,
было отравление в Якутске, да, и полностью пошла разбалансировка всего организма. Не знаю, что если сожжено, отравлено, не знаю. В общем, не знаю. Ладно. Дай бог, чтобы она оклемалась. Все-таки мы ее спасли, и пусть эта девочка живет. Она такая ладненькая, такая хорошенькая, похожа на бывшую домашнюю, возможно, выброшенную. Потому что она... Так, что у нас пропало? Так, мы есть? Мы есть здесь или мы выбыли? Так, Лаура, да, спасибо за донат. Я, видимо, не заметила сразу, не отреагировала. Спасибо. Мирная собака, которая подключилась больше. Если у кого-то есть желание, пожалуйста, напишите нам. Мы лучше при личной беседе расскажем и покажем вам. Даже если мы вам покажем всех вот так чередой, да, какой-то каталог, мы все равно сложно. Тамара, спасибо большое за донат. Все равно сложно по картинке просто подобрать. Надо же еще и по характеру, по темпераменту подбирать. Угу. Да, все, появились, да? А, что тут не так? Что не так? Алло. Да. Что не так, алло? Так, как меня сейчас слышно? Эхо, да? Что с эхом? Единственное, что нужно сделать. Фонить. Что можно сделать с микрофоном? Сюда. А сейчас? Алло, а сейчас? Звук плохой. А что нужно сделать, чтобы звук был лучше? Больше там просто уже не осталось. Их передержком спасают. Да нет, ну пока всех не убили, убивают, очистили улицы, если меня сейчас слышно. Фонит очень. Ну давайте я дальше уберу. Алло. А сейчас? Алло. Что нужно сделать? Звук плохой, да? Нет, волонтеров не пускают туда. Условия плохие в воде. Последний раз видела, в воде утопали собаки. Туда не пускают, потому что страшно показывать. А то вдруг мы на весь мир расскажем об ужасах. Поэтому нет, не пускают. Есть что скрывать. Не кривя душой, надо говорить вещи своими именами. Если не показывают, значит, уже и бруцеллеза-то нет, а все равно так позорно чиновники и начальники, на все это влияющие департаменты и вообще все прочие. Уже даже повода нет и причины нет, а все равно все копаются в этом бруцеллезе. Так хочется найти
Знаете, так хочется найти, а нету и нету бруцеллеза. Ну так хочется найти этот бруцеллез хоть в какой-нибудь селезенке. Представляете? Какое великое желание. В каких-то там улусах, в каких-то там районах сняли давным-давно на карантин на рогатый, парнокопытный вот этот вот скот, на оленей, медведей, там, ну не на медведей, а на оленей, коров там или на кого. Сняли этот карантин, но он был для видимости. Они должны были изобразить, но все равно сняли, потому что мясо кушать хочется, понимаете? Кушать-то хочется мясо, поэтому нельзя долго удерживать карантин. А собачкам надо все-таки прилепить. И ждут, тем более, вот этот наш новый закончик об эвтаназии. Чтобы плавненько так несуществующий бруцеллезик, карантинник перерос. А вот оно. Эвтаназия. И ловить не надо. А вот они сидят. Если не бруцеллез, ну, то эвтаназия. По закону. Все ищут закон, какой повесить. А пока гниют в этом, в растаянном снегу. Там же эти новые вольерчики построили на болотистой местности. Алло. Ну что молчим? Что включить, выключить? Микрофон. Вот, выключила, вот, выключила, выдернула, то есть. Так, выключила, и теперь снова включить. Тут особо кнопок-то нет, чтобы Выключать. Ну, тот, который втыкается у меня в ноутбук, правильно? Тут больше других кнопок нет. Поняла. Сейчас не фонит, да? Ладно, хорошо, я поняла. Я не знаю, слышали вы меня или не слышали, я вроде бы сказала, да? Второй Китай, да. Угу, спасибо. Хорошо. Угу. Да, ну вы слышали, да, меня, не будем возвращаться опять к теме этого ППЖ. Просто грустно смотреть, там в опасности собаки, да, а здесь, с этой стороны, мы, волонтеры, которые раньше хоть как-то вывозили, кого-то спасали, мы уже обессиленные. Мы обессиленные. Обессиленные и денежно, финансово, и обессиленные от того, что у нас не пристраиваются так, как нам хотелось бы. Обессиленные, потому что у нас не разбираете вы собак, а значит, они сидят и сидят годами. Потом же вы же будете спрашивать, а почему не пристраиваются? Я сразу вам говорю, я буду на вопрос отвечать вопросом. Я буду переиначивать и перенаправлять к вам. Почему вы не берете собак? И здесь будет ответ. Ответ будет в вас, мои хорошие. Спасибо. Спасибо всем, кто помогает. Спасибо тем, кто услышали, что я приболела, и правильно кто-то писал, что если я приболела и нет роликов, то совсем фигово нам, трындец просто собакам. Потому что я хоть и болею, а стерилизации никто не отменял, пироплазмозы лечить никто не отменял, заводить желудки и прочее, сдавать анализы никто не отменял. Астраханских мы лечим. Сейчас безумное количество таблеток, которые они должны принимать. И как тяжело их покупать, когда заканчиваются таблетки, а за новым рецептом
ехать очень далеко, а антибиотики сейчас не в каждой аптеке купишь. И очень большая проблема купить, а тем более если надо на 2 собак, очень много антибиотиков. Сколько? Ну, таблеток 150. А это 150, это уже вторая партия, а до этого еще 150. А таблетки-то, антибиотики продаются по 10, по 20. Ну, в общем, проблема вот во всем. Даже вот купить таблетки и отправить туда на передержку. Астраханские тоже лечатся. Напомню, дирофилярий у нас, да? Ну, в них запущенной форме, но все равно лечить надо. И лечение будет длиться 4-6 месяцев. Значит, это пока первый этап, пока только антибиотики. Так, вы из Белоруссии приедете. Угу. Хорошо. Да, хорошо, да. Свяжитесь. Хорошо. Так. Угу. Звук наладился. Что-то, видимо, этот штекер, что ли, отошел, мне вот говорят. Все хорошо с Пушистиком. Ну, пока все хорошо, пока будет информация, буду сообщать. Пока все, слава богу. Вот. И 3 кошки кормлю и лечу всех, в том числе у хозяев, каждый месяц. Ларочке денежку отправлять. Наверное, мы тут все такие. Да, все мы, да, мы все такие, все тяжело. Не знаю, что. Ну, я не знаю, что нам делать, друзья. Давайте вместе решать. Ну, вот давайте. Вот что, где, когда. За минуту мы не решим. Ну, давайте мы за день. Ну, давайте мы за 3 дня решим, что нам делать, как нам выживать. Впереди лето. И корм у нас постоянно заканчивается. Колодец на передержке у нас после весеннего таяния снега полностью весь грязная вода. И надо чистить. Чистить это надо. И вообще вот эти вот, знаете, вот эти вот все проблемы, не знаю, я просто не знаю. У меня за все, вот куда ни плюнь, везде одни проблемы. Даже колодец, и тоже не слава богу. Черная, рыжая, ржавая вода. Как собаки будут пить эту воду? Чтобы, ну, у них сразу сядут и почки, печень, все там сядет, если пить ржавую, рыжую воду. Я не знаю, у меня, знаете, вот спасая животных, надо иметь много разных профессий, чтобы уметь все, добиваться всего, пробивать все и иметь на все средства. И иметь вас, подписчиков, много. Надо иметь гораздо больше подписчиков, чем у нас есть. Или махнуть рукой и сказать: хорошо, мы пока ржавую воду попьем. Неправильно ведь это, да? Я не знаю, в общем, у меня нет слов, а у нас одни проблемы. Алкаши разбирают, передержка, нужно вам спонсоров. Скажите, как ищут спонсоров, и мы будем их искать. Это тема вечная, и разговоры о поиске каких-то богатых спонсоров, это ведется все с 16-го года. Ну, с 17-го года. Уже 6 лет мы об этом разговор ведем. И не знаю, что. Наташа, мелкашей. Если вы есть в чате, то мы вам там показываем. Если вас нет, наверное, в чате, то вы не видите, что мелкашей
Тоже мало, но берут. И то, как берут. Продвигаем, проталкиваем, просим, умоляем других кураторов в других, не регионах, конечно же, в регионы что там смысл отправлять, в других странах, ну возьмите на пристройство, у кого не такое бедственное положение, как у нас здесь. В России нет у них ни будущего, ничего. Это видим по людям. И это видим потому, что теперь по программе ОСВВ они не будут даже временно проживать на улицах. Родом из Ленинграда. 500 рублей. Спасибо. Спасибо большое за донат. Теперь, наверное, не будет. У нас, я хочу сказать, что с 2018 года по программе ОСВВ собаки проживали, конечно, временно на улицах. Через полгода их, конечно, все равно истребляли. Не знаю, я ничего не вижу хорошего. Поэтому если выпросим, вымолим, чтобы где-нибудь взяли наших собак. У Наташи, наверное, собак 5 уехала вот в апреле, что ли. Нет, 4. Ой, я забыла. 4 в апреле и, по-моему, 3 в мае. И 1 уехала здесь к нашей подписчице. Ну вот, штук 8, наверное. У нас из больших, вот ролик вы видели, да? Уехали, 4 не вошел в ролик, а всего 4 уехало. Ну, нет, если так считать, не 4, плюс еще там в начале месяца было 1, 2, 4, 2, 6, тоже 6 уехало. О них попозже в ролике тоже расскажу. Вот, 6. Ну, согласитесь, капля в море, да? Спасаем-то гораздо больше, чем спасала, гораздо больше, чем пристраиваются в месяц или в 1,5 месяца. Гораздо. Все это называется капля в море, хотя мы любим сказать, ну хотя бы, ну хотя бы столько, ну да, хотя бы столько, да. Вот. Спасибо, Татьяна. Спасибо. Кто мы? Надо найти человека, кто поможет раскрутить канал. Ага, хорошая тема. Мы эту тему обсуждаем с нашим админом, с Татьяной, давно и уже не 1-й год. Раньше это такая возможность, наверное, была до изменений, да, в мире, когда работал плейлист, когда можно было смотреть ночами, когда капала какая-то денежка от рекламы, да, когда можно было какую-то рекламу платную, что ли, запускать. Но тогда мне надо было как можно больше спасать. А надо было думать о том, как раскручивать канал, и деньги тратить на раскрутку канала. А у нас деньги тратились, сразу говорю, на животных. Каждая копейка, каждая 1000 у нас шла на животных. А те, которые дальновидные, они тратили на раскрутку канала. Потому что на раскрутку канала нужны деньги. Никто бесплатно делать этого не будет. Это, наверное, блогеры с большим количеством подписчиков. Они все такие крутые, да? Вот, допустим, вопрос такой. Сколько мы готовы заплатить? Я не думаю, что это какая-то тайная информация. Сколько мы готовы заплатить за раскручивание канала? Какие-то возможности хлипкие, по-моему, где-то есть.
Но когда я знаю, что мне надо заплатить за этот стационар, за это лечение, а теперь за корм, а еще раз за корм, а теперь за справки, а теперь опять за остаточные самолеты и снова за передержки, когда у меня так много статей расходов, и вот из этих крох я должна выкроить и заплатить, не знаю, блогерам, что ли, или каким-то площадкам должна заплатить за раскручивание канала. Давайте я вам вопрос на засыпку задам. Сколько мы готовы заплатить за раскручивание канала? Ну, там, допустим, по-моему, минимально, я не знаю, Татьяна может меня поправить, может скажет, что я не то говорю, все может быть. Значит, от 3000 и дальше. Чем больше денег вложишь, наверное, тогда как-то больше о твоем канале узнают. Вот сколько мы готовы? 3000, 6000, 9, 15 или 30? Сколько мы тысяч готовы заплатить за раскрутку канала? Если кто-то знает, как это делать бесплатно, научите, позвоните, скажите. Я только за, руками, ногами, потому что мне все деньги нужны, каждая копеечка нужна на животных. Когда за них несешь такую ответственность гигантскую, да, то ты знаешь цену каждому рублю. Так что вот так. Так, друзья, ну что тогда? Фиолетовая собачка Синди. Значит, обследование, знаете, какая произошла печальная история? Не с собачкой, а с семьей, которая вот передержка взяла ее передержать. И мы договорились, что за обследование мы будем оплачивать, а передержать там, ну, максимум 1-2 месяца она передержит, эта женщина. И вот в празднике, в майские, у нее умирает муж. Молодой, 59, что ли, лет. А, в общем-то, он кормилец был в семье. А теперь они остались безо всего. И встал вопрос, чтобы я забирала эту собачку. А куда мне ее забирать? У меня нет на нее финкураторов. У меня нет на нее помощи. Обследование провела эта женщина добрая. Она ходила с ней по врачам. Она сдавала анализы. Все хорошо у собаки. И вот, и у собаки просто какие-то гены от каких-то пород. Поэтому у нее язык и какая-то кожа на ногах вот такого цвета. А на самом деле там никаких ни патологий, ничего нет. Представляете? Слава Богу, что хочу сказать. Есть, знаете, что у нее там со средним ухом, ну, может, среднее или не среднее, с ухом, такой отит. Как вот Наташа сказала, что надо к врачу только вот по части отита, видимо, к дерматологу сходить, но как раз у нее была запись, она записалась с ней к врачу по отиту, и у нее умирает муж. Поэтому по записи не удалось пойти, сходить к врачу. Но отит, я думаю, решится вопрос, вылечится, и, в принципе, собака готова на пристройство. Ну вот, пока обсуждаем сейчас по Синди. Она небольшая собачка, 11 килограмм. Вот, про Синди я вам рассказала, да? Так, что еще?
У Наташи корм заканчивается постоянно и постоянно. Потому что покупать больше, чем по 10 мешков возможности нет, денег нет. Вот, а ломается постоянно еще все плюсом. И, ну, в общем, вот, что-то я не знаю, что еще я хотела вам сказать. Хорошо. Да, но хотелось бы, чтобы вот как-то мы, не знаю, какой-то чат, что ли, создали снова. Не знаю. У меня реально не хватает помощи по-астрахански. 3 собаки астраханские. 2 лечатся, 1 не лечится. Там нет у нее симптомов. Нет по астраханским, по троице, да, вот так вот. И теперь вот Юма, Стив и Мила, которая приехала от Жени, Краснодарская. На них тоже не хватает помощи. Да, вот Чау-Чау, возможно, кто-то в предках у нее был. Помощи не хватает, и, друзья, не знаю, не то что мы, как я буду выживать с ними, неся такую ответственность в летние месяцы особенно. Помощь лучше, активнее, когда мороз в Якутске -50. Тогда вы просили, кричали: спасите, помогите, и этого мы поможем. А сейчас что мне делать? Вот. Наташе помощь тоже нужна. Да, в каждой передержке помощь нужна, но в каждой передержке помощь надо просто оплачивать за собак. А у Наташи набрано своих собак, которые она взяла на кураторство, не имея раскрученных соцсетей, и не имея помощи вообще ниоткуда. Ни руками, ни ногами, ни финансово, никак. Ладно. Живы будем, не помрем, а если помрем, то, наверное, вы об этом тоже узнаете. Не знаю. Я не знаю пока. У меня нет ответов на многие вопросы. Какие-то потуги делаем. Пока держимся. Мы же в ответе, правда, за тех, за кого взялись. Поэтому мы за них отвечаем. Отвечаем, пока живем. Ну, в общем, оптимистично надо закончить, наверное, ролик, да? Друзья, давайте соберем какую-то сумму, восполнить вот как бы пропущенные за 10 дней, но 3 ролика мы, наверное, пропустили точно. 3 ролика мы не рассказывали, не просили, но вы помогали, конечно, поэтому оплатили, Стива оплатили, Юму пока еще не оплатили. Стерилизацию еще. У нас несколько собак было не стерилизовано. И еще Баффи в понедельник записана на стерилизацию. Тоже нужны деньги. Ой, кошмар, просто кошмар. Фух. Мы же не можем. Мы пережили тут течку, благо, что все были кастрированы на передержке, но лаяли соседские собаки. Ну, это бардак, когда собаки не стерилизованы, это крик, шум, ор, недовольство соседей и масса всего-всего. Знаю, что вы не любите слово стерилизация, ну, как бы это считается, наверное, у вас не столь важно.
не столь патово и плачевно. Я хочу сказать, что это безумие и безобразие. Собаки все должны быть стерилизованы. Все. И даже беременные стерилизованы все. Нельзя плодить смертников на планете Земля. Нельзя. Кесарево сечение никто не отменял. Для тех, кто боится стерилизовать беременных, я хочу сказать, что вы совершаете преступление, плодя на планете Земля смертников. Но на вас ложится тогда тройная ответственность и отслеживание этих смертников до глубокой старости, я скажу так. Я очень... Сказать, что агрессивно, ничего не сказать. Прекратите плодить животных. Я только одно могу сказать. Как я не переношу плодильщиков, но трусливых людей, которые боятся сделать кесарево сечение, я тем более не уважаю. Ну ладно, на их совесть. Так, друзья, что мы будем тогда с вами? У вас больше нет вопросов? Или, может, я что-то пропустила? Помощь нам, друзья, нужна. Если говорить конкретно, то мы не переживем лето. Не переживем лето без вашей помощи. Рассказывайте о нас своим знакомым. Помогайте животным, не бросайте их. Помощь нужна строго животным. Не мне, не мне. Только животным. Только, да, только стерилизация, только. Жесткая, прям в бешеных количествах. Всех породистых, непородистых. В преддверии этих законов плодильщики будут плодить, покупатели будут покупать, поигравшие будут выкидывать, выкинутых животных мы не будем успевать добегать и спасать, и их будут отстреливать, бить молотками по башке. Видели, да, как это делается? Вот так вот. Поэтому смертников планет. Нельзя рассказать, только рассказывать. Да, Настя, здравствуйте. Да, здравствуйте всем. Так, ну, как-то у меня ничего не могу вам сказать хорошего. Ничего. 27-го приглашают нас снова на живую линию. Кто в Москве или там в Питере, везде информации много. Последний бой, он самый главный. Давайте пойдем на живую линию снова. Я, правда, вот сходила на живую линию и полдня простояла на холоде, задубела и заболела. Но ничего, зато смогла пройти, голос свой я отдала за против. То есть, поэтому радует, что народу очень много, и с каждым разом все больше и больше было народу из разных регионов, приезжали. Вообще молодцы люди, молодцы. Хорошо, что нас много неравнодушных, но как мы будем все неравнодушные скоро жить и выживать с этими животными, и куда мы их будем прятать, если передержки у нас никто не передерживает или никто не забирает в семью. Не знаю. Порочный круг. Не знаю. Так, все, друзья, спасибо всем, спасибо, кто помогал нам. Помощь нам очень нужна. Ролик мы постараемся сделаем на завтра. Помощь нам очень-очень нужна. У меня просто, знаете, нет эмоций, нет столько крика, ора эмоционально, чтобы донести патовость ситуации. Но у меня внутри все бурлит. Все, друзья, давайте тогда все на связи. Стрим провели, мы молодцы. И дальше плывем.
Да, все, наверное, больше мне нечего сказать. Стерилизуйте, да, стерилизуйте всех. Так, а что у нас со временем? 9 часов успели? Час ложились.